на сегодняшний день ты понимаешь, что уже ученые как бы бьют тревогу, и их основная боль в том, что Слава они тебе, говорят, что мы Господи! фиксируем вообще, Прошло что всего лишь 30 беспрецедентно. лет, и они начали бить Да, тревогу, да. да? А с нас 30 лет смеялись. И вот уже, извини, то есть 10 лет уже смеются с «АЛЛАТРА», да? Ведь буквально 10 лет назад с нас смеялись. И те же ученые нам тыкали, ну как это может быть? То, что вы рассказываете, это максимум через 150 лет. Ребята, где эти 150 лет? Зато сейчас как за «АЛЛАТРА», как за спасительную соломинку цепляются, потому что понимают, что это единственная такая организация, которая, по крайней мере, поднимает эти проблемы и Но информирует в тоже людей. действительности, если мы, вот, положа руку на сердце, то «АЛЛАТРА» — это действительно единственная организация в мире, которая, скажем так, никаких грантов ни у кого не просит и просто не прожигает их, не тратит государственные деньги или еще чего-то. «АЛЛАТРА» — это объединение грамотных, умных людей со всего мира, которых сознание не сведено в точку потребительства, которые широко смотрят на вещи. И вот как раз аллатровцы на сегодняшний день тратят собственные средства, собственное время, они спят ночами для того, чтобы донести информацию как можно большему количеству людей. Но вот здесь возникает парадокс. Люди стараются, доносят, но на каком-то этапе она останавливается. Почему? Потому что опять-таки диванные специалисты и пофигисты, извините за такое выражение, но в действительности вот эти пофигисты — это страшно. Из-за них мы можем все погибнуть. Просто-напросто. Это правда. Потому что есть люди безразличные ко всему, даже к собственной жизни, к жизни собственных детей. Ну, я не знаю, как это оправдать, понимаете? Когда видно, что уже происходит, если раньше, да, мы говорили, можно было с этим спорить, то сейчас уже спорить с этим нельзя. Все, о чем мы предупреждали, это происходит. Просто, уже может, об люди этом не заговорили. чувствуют этой угрозы как-то. Может, об этом стоит поговорить, о том, что сейчас Ты происходит. знаешь, Во-первых, я не знаю, чувствуют они этой угрозы или нет. Мне кажется, они не способны даже думать об этом. Это или настолько деградация произошла в людях, или настолько привыкли перекладывать ответственность на кого-то. Ну, что-то произошло. Если мы не разрешим эту проблему, у нас беда. Мы не сможем объединиться. Не сможем объединиться, у нас не будет общего потенциала. Ну, у нас останется потребительский формат. А в потребительском формате все конечно. еще все-таки вот эти технологии, скажем, искусственного интеллекта, которые так упрощают, облегчают нашу жизнь, формирует вокруг нас вот этот еще пузырь фильтров, скажем, такое особое информационное поле, Да, есть такое. через которое нужно переступить. Да. Ведь люди там буквально там, вводя какие-то свои поисковые запросы или там выбирая предпочтения какие-то, формируют такую среду информационную возле себя, Правильно. через которую нужно просто достучаться, и настолько важно же информировать. Потому что на сегодняшний день еще и очень сильно искажается информация, которую боты подхватывают и распространяют. Ну, понимаешь, опять-таки, да, и это есть, ты права. Пытаются сгладить. Ну, берем опять-таки ту же сейсмологию. Ну, вот землетрясения порой сейчас уже 7,4 до 7,5, а то и выше подходят. Ну, редко выше пока что. Пока что, слава Богу, мы не перешагнули 8. Ну, остался лишь один шаг. Землетрясение нарастает, да? Когда датчики первые показывают там 7,4, уже оно зашло за 7, уже оно подходит там под 8. Частота. И тут же смотришь, датчики раз, вот он 7,4 показали, а потом через время нам показывают там 6,8, Да, там да. 6,5, и начинается падение. Почему? Скорректировали. Ручная коррекция идет, происходит, причем явно ручная происходит. Датчик показывает факты, а это все потом корректируется. Очень много то, что происходит, тут же выбирается или вообще не показывается. Почему? Для того, чтобы не травмировать психику населения. Друзья мои, а что лучше? Говорить правду или в незнании ждать, когда наступит агония нашей планеты, и мы будем это видеть? Потому что мы будем в это время еще существовать. Но сделать мы уже ничего не сможем. Как правильно и как лучше поступить в данном случае? Опять-таки вопрос в том, что сегодня надо об этом говорить, надо информировать. Ведь завтра уже и говорить некому будет, и слушать некому будет об этом. И вот люди не понимают простых вещей. Опять могут сказать, что мы сгущаем краски. Разве не так? Ведь у многих в голове может опять проскочить, что мы вот, извините, какая-то апокалиптическая секта, которые вот только говорят о конце света, там еще что-то для того, чтобы собрать вокруг себя людей. Ребята, а зачем нам вокруг нас люди? Объясните. Если никто из нас, кроме головной боли, затрат собственных средств,
И, собственно, времени ничего не имеет. Мы не жреческая организация, чтобы все стягивать, зарабатывать на этом или там восходить по какой-то социальной лестнице и всеми командовать. Нет. «АЛЛАТРА» — это объединение волонтеров. Здесь все свободны. Захотел — пришел, захотел — ушел и тому подобное. Есть одна цель и одна идея. И вот настоящая идея и суть самой «АЛЛАТРА», она как раз и заключается в том, чтобы в действительности сохранить жизнь, как в прямом, так и переносном смысле. Сохранить жизнь не только себе, но и всему человечеству. Ради этого было создано «АЛЛАТРА», ради этого было создано созидательное общество, ради этого была проделана масса, огромная масса на протяжении многих лет различной работы, тяжелой работы, которую делали люди. Не для того, чтобы опять потешить себя или еще что-то. Но разве не так? А кто-то вот опять-таки там на гордость наступили, не так глянули на него, портфель не дали, там еще что-то. Какие портфели? Здесь ни у кого портфелей нет. Здесь нет командиров. Здесь надо рукава закатывать и работать. И здесь не до амбиций, потому что на кону ваши жизни и жизни ваших детей. И мы это понимаем, в отличие от других. И на сегодняшний день мы уже можем об этом говорить, понимаете? Вот скажем, 2 года назад или даже год назад мы об этом не могли говорить. Почему? Ситуация была другая. Нет, не в политике. Ситуация в мире была другая. Когда мы в 2014 году начали открыто говорить уже, уже сформировались как организация, мы начали уже более широко об этом говорить, об изменениях климата, о том, что происходит. Мы предупреждали, потому что мы знали, что будет 2015 год, переломный год. С нас смеялись, нам сразу прилепили клеймо, секта апокалиптическая, только об этом вы можете говорить и тому подобное. Секта — секта. Апокалиптическая — значит апокалиптическая. Знаете, вот честно, извините, мне плевать, кто обо мне что думает и кто что говорит. Можете говорить, что хотите. Давайте просто вместе объединимся, спасем наш мир. А потом можете играться и наслаждаться как хотите. Но для того, чтобы мы его спасли, нам надо объединиться. Это единственный путь построения созидательного общества. Другого варианта просто нет, друзья. Нет. Да, я понимаю, что будут искать множество решений, как с потребительского формата попробовать построить созидательное общество, сохранив власть, сохранив свою альфу и тому подобное. Друзья мои, я вам проще скажу. Или же мы в действительности все вместе начинаем понимать, что мир на грани, а сейчас об этом говорят уже все. Мы не говорим об экономике, геополитике, войнах и тому подобное. Мы говорим о нашей планете, которую мы, как человечество, съели, уничтожили, отравили и убили практически. Но еще мы можем что-то сделать. Так вот, или же мы беремся и что-то делаем, но все вместе. Или давайте каждый заниматься своими делами. Другого варианта нет. Решать свои задачи, которые у нас остались нерешенные, да? Кто-то дерево не допосадил, кто-то дом не достроил. Давайте достраиваем. Сажаем деревья, достраиваем дома. Я не знаю, кому это. Может быть, тихоходки там, плесень останется, конечно, скорее всего, и то ненадолго. На Марс летают, расскажут, что там есть. И мы узнаем то, что есть. Но домов и деревьев нет. Это точно. Знаете, некоторые, конечно, завидуют тем, что хотят полететь на Марс, что есть герои, они увидят другую планету, они увидят мертвую планету, такую как Марс. Зря завидуют. Скоро мы ее увидим все вместе, если мы не будем ничего делать. Нам лететь никуда не надо. Мы свою планету убиваем, собственно. Разве не так? К сожалению, но это правда. Мы только зацепили мусор. Это страшно. А сколько выбросов происходит, да? То есть, вследствие нашей деятельности, сколько мы загрязняем и почву, и атмосферу, насколько оно все уже не функционирует, как должно было быть. На сегодняшний день загрязнение воздуха является 4-м в мире убийцей, потому что от него каждые 5 секунд
Кто-то погибает, кто-то умирает. Это сейчас. Да, Это да. только от загрязнения воздуха. А на самом деле те убийцы, которые на первых местах стоят, это сердечно-сосудистое и все остальное. А из-за чего оно происходит? Какова их причина? Та же онкология, кажется. Та же Давайте онкология. посмотрим ту же радиацию, те же космические лучи, которые Опять-таки, да. галактические, И космические вот здесь лучи. вот Татьяна сейчас цепляет очень интересную тему тоже, да. То есть мы можем говорить, друзья, с вами до бесконечности о том, что мы сделали. Вот она опять-таки космическое излучение, которое проходит, ослабление опять-таки магнитного поля. Шутка, 9%. Да, всего лишь 9%. А южноатлантическая аномалия. Вот, Там еще на 1/4 снижены, которые разрастаются уже к 1934 году. да. Но это Полушарие уже достигнет, да, по официально прогнозам. ученые говорят, что к 1934 году там оно достигнет полушария целого, да, и там уже жить будет невозможно. Почему? Потому что будет такая радиация. Это вот смотрите, это не мы говорим, не мы, сектанты. Это говорят ваши ученые, друзья. Это я обращаюсь не к вам, аллатровцы, друзья мои. Простите, это я обращаюсь к критикам нашим. Тем, кто сидят на диване и говорят, что ж вы нам рассказываете. Вот это не мы вам рассказываем. Это ваши ученые рассказывают вам. Вдумайтесь, что половина земного шара в 1934 году начнет переходить на другую половину. Это будет мирный переход? Вы к этому готовы? Потребительский формат это выдержит? Простой вопрос. Если сейчас уже нет средств у людей для существования, у многих именно. большинства. Я уже молчу про закисление океана, да? Что произошло? А что такое закисление океана? Закисление океана, чтобы вы понимали, это снижение его pH. И у нас уже масса мест в океане, где жить вообще никто не может. То есть животные вот океанические, они Мертвые уже там не зоны. живут. Это мертвые зоны. Их уже достаточно много, все больше и больше и больше. Закисление океана нарастает, нарастает его температура. Океан уже не способен удерживать кислород. И уже местами, вместо того, чтобы выделять кислород, он начинает выделять СО2. Океан. Хорошо, берем лес, СО2. Классика — это лес. Мало кто знает, что леса, ну вот, изучили пока ваши ученые, друзья мои, изучили, что бразильские леса, да, они выделяют СО2 больше, чем поглощают СО2. Неожиданно. Неожиданно Хотя оказалось. картинка-то какая в голове, что Картинка, главное, да. да, Вот Татьяна сейчас говорит, Лес есть питает нас. лес, он должен поглощать углекислоту и давать нам кислород. А оказалось все с точностью да наоборот. Берем опять-таки те же реликтовые леса. Ведь тысячи лет эти деревья растут для того, чтобы сформироваться. Это были основные такие вот, скажем, ну легкими был основным наш океан, а это такие альвеолы наши, да, наших легких. И вот к 2015 году мы уничтожили 50% этих лесов. Вот к 2015 году. По расчетам, опять же, с учетом той же прогрессии, как мы потребляем, опять ваши же ученые говорят, что к 30 году останется максимум 10%, если останется. А все остальное, то, что там насаждается где-то, еще что-то, да, оно хорошо, но это несравнимо с реликтовыми настоящими лесами. А насколько уничтожается на сегодняшний день та же тайга? Плюс пожары. Сколько лесов кислотные выбирают. дожди те же. Ну, потом уже образуются кислотные дожди и все остальное. Вот посмотрите здраво, что происходит. Ну вот, к сожалению, нету, вот Google тот же, да, он показывает карту нашей планеты вот со спутника с таким опозданием на годы даже. Вот если бы он онлайн показывал, ну, мы бы видели, как оно все меняется, насколько мы уничтожаем нашу планету. И опять-таки мы подходим к тем же городам. Да, вот мы начали за них и немножко отошли, и опять возвращаемся. Что такое города и почему это метастазы? Представьте, миллиарды тонн, которые давят в одну точку. Мало того, что города миллиарды тонн, рядом с ними, как правило, еще есть и водохранилища, тоже миллиарды тонн, миллиарды тонн тут, миллиарды тонн тут, все в одной точке, это все давит на кору. Ну, как правило, нам ученые рассказывали, что это ж не может влиять. Там, ну, как оно Цивилизация повлияет? никак не влияет на деформацию Никак. земной коры. Да. Никак, Еще недавно никак, они да. говорили нам. Но уже не говорят. Мы говорили об этом 30 лет назад, 10 лет назад.
И вот только вот, знаете, вот второй год, как начала появляться информация о том, что да, оказывается, наши города, даже не мегаполис, а просто достаточно крупные города, они очень сильно влияют. Они влияют на кору, на литосферы, они влияют на это. Оказывается, постоянным давлением плюс температурный режим, плюс они мешают ветру. Это как новые горы, с ни с чего взявшиеся. Оказывается, это очень сильно влияет на нашу планету. Технологическая та же сейсмичность. А все на тоже свете. связано А технологическое — это да, следствие да. выработки углеводородов и всего остального. Промышленность. И в действительности, ну правда, как вам сказать, друзья, ну вот если есть желание, полистайте, посмотрите шире сами. Мы можем с Татьяной говорить об этом долго, очень долго. Потому что мы действительно давно и очень серьезно это все изучаем. Даже тоже элементарное, простите, землепользование. Ведь получается, что мы, люди, вот решили переставить местами. Там здесь были Сколько леса, раз? здесь будут сейчас пастбища. Леса превращаем в Да, пастбища, да, пастбища да. превращаем в И на города. сегодняшний. Простой пример, друзья. Вот у нас осталось 15% от болот. От всемирных болот, вот, которые были по всему миру, у нас осталось 15%. Чтобы было понимание, без болот мы не выживем. Болота, они играют колоссальнейшую роль. И вот мы взяли Фильтры наши. простой вопрос, наша печень. Мы ее сократили до 15%. Вот осталось у нас 15% от нашей печени. Мы сможем жить, как и жили раньше? С учетом того, что опять-таки мы берем, вот переставляем там почки, ну, с селезенкой местами и ждем, что наш организм будет работать нормально. В то же время, когда в нем идет мощнейшая интоксикация, и плюс мы его еще постоянно нагружаем. И вместо того, чтобы его лечить, мы его грузим, грузим, грузим. И в это время наш организм болен онкологией с множеством метастазов. Какая перспектива, скажите? Вот это реалии сегодняшнего дня, чтобы вы здраво смотрели на вещи. Ну, многие опять скажут, что вы нас пугаете. Мы не пугаем, мы говорим. А какой выход? Выход — созидательное общество. Рассказывать о созидательном обществе мы не будем. Мы 2 года об этом рассказываем. Смотрите, этого много. И какое в действительности преимущество? И почему? Потребительский формат — это путь в никуда. А у нас, у человечества, есть всего лишь 2 пути. Или путь в никуда вместе с вот этим пациентом, которого я только что перечислил, или же, извините, созидательное общество, где в действительности есть шанс. Шанс для каждого человека, для всего человечества прежде всего. Другого варианта у нас нет.